Мастопатия – это заболевание молочных желез. Это и есть гормональное нарушение. То есть вследствие гормональных нарушений бывают различные изменения молочных желез. Причины мастопатии бывают разные. Значит, бывает так, что гормональный дисбаланс происходит еще в подростковом периоде. Также она бывает из-за того, что из-за ожирения, да, из-за также стресса, также это может влиять, например, аборты или же выкидыши, то есть прерывание беременности. Это все приводит к тому, что идет гормональный дисбаланс, и затем уже приводит к мастопатиям, к различным мастопатиям. Мастопатии бывают диффузная, также узловая. При диффузной мастопатии мы еще различаем кистозную мастопатию, также фиброзно-кистозную мастопатию. Здесь при этих видах лечения, естественно, они будут разными. Это уже зависит от того, какой вид мы имеем. Например, если это диффузная мастопатия, то у женщины или у девушки могут быть боли, какой-то дискомфорт в молочных железах. Но также мастопатия она может и бессимптомно протекать. Если это кистозная мастопатия, то это уже мы смотрим на размеры. То есть если это маленьких размеров, то она особо никаких симптомов не будет выявляться, то есть девушка ни на что не жалуется. Мы его можем увидеть только при осмотре и при УЗИ-исследовании. Если это узловая мастопатия, то также это может протекать без боли, но мы ее можем прощупать, то есть девушка она сама может и прощупать самостоятельно, также мы это можем увидеть и на УЗИ. Здесь нужно смотреть индивидуально, то есть смотрим на каждую пациентку. Если мастопатия протекает бессимптомно, если нет никаких болей, никаких образований, кисточек, если девочка ни на что не жалуется, тогда мы уже наблюдаем. Просто наблюдаем за ней, и девушка приходит каждые полгода, каждый год, и мы за ней просто наблюдаем. Если есть кисточки, если они протекают бессимптомно, если они маленькие, тоже мы за ней наблюдаем. Но если вдруг кисточки они больших размеров и как-то беспокоят девушку, то мы можем консервативное лечение ей назначить, также можем провести дренирование, то есть безоперационное дренирование вот этих вот кисточек. Вот. Если есть узловая мастопатия, то обычно мы ее именно хирургическим путем удаляем. Профилактика мастопатии она индивидуальна. Если женщина только родила, то постараться как можно дольше покормить ребенка, хотя бы до 1 года или 1,5 года. Также избегать различных стрессов. Также, если есть какие-либо заболевания, гинекологические заболевания или же также эндокринологические, то нужно наблюдаться у данных специалистов, у гинекологов, у эндокринологов, пролечиться при необходимости.